Решить передвижение автокранов российского и белорусского производства. Нас хотят заставить оплачивать строительство и ремонт дорог, потому что мы на них зарабатываем. По этой логике надо учителям за свои деньги оплачивать строительство и ремонт школ. Врачей обязать оплачивать строительство и ремонт больниц. Как вы думаете, что станет с нашей медициной и образованием? Если Платон заработает в полную силу, для поездки из Петербурга во Владивосток придется выложить Платону 75 тысяч рублей. У кого есть столько лишних денег? Платон неизбежно приведет к разорению малого бизнеса в перевозах. С экрана телевизора нам говорят, что крупные перевозчики осознали необходимость Платона. Это полная чушь. Они несут огромные убытки. Единственный ответ на этот вопрос, зачем понадобился Платон, чтобы концессионер получал 11 миллиардов рублей в год с ежегодной индексацией. Другого убедительного ответа по сути нет. Платон – это всего лишь капля в переполненной чаше сложностей в жизни грузоперевозчиков. Основная проблема, товарищи, что отсутствует спрос. Некому покупать, незачем производить и нечего возить. Платон появился у Ротенбергов при Медведеве. Как мы все хорошо знаем, это одни из близких друзей президента Российской Федерации, что немного усложняет задачу отмены. Стачка идет по всей России, от Владивостока до Калининграда. В Дагестане 2000 человек окружены Росгвардией. Атмосфера накаляется. Все мы понимаем, что может случиться. С двух сторон там и наши, и ваши. Что тогда с этим всем будем делать? Коллеги, нам нужно объединяться все вместе в рамках там каких-то групп, самосвальщики, миксеристы, значит, крановщики. Объединяться. Только так мы сможем чего-то добиться. Другого выхода у нас нет. Разрешите огласить резолюцию нашего митинга. Итак, мы выдвигаем следующие требования к нашей власти. Полная отмена системы Платон. Отмена транспортного налога. Предоставить обоснование размера акцизов на топливо. Слышите?